Я могу о нашем проекте, то, что Владимир Мухаммадович сказал, о проекте историко-этнографических карт, о проекте Газбашхатлар, брошюрах говорить часами, и поэтому сложно выбрать, что конкретно. Попробую самые важные, на мой взгляд, моменты осветить. Это на самом деле дело не одного года, конечно. В последний год мы плотно над этим работали, уже собрали воедино разрозненные сведения, разрозненный картографический материал. По факту эта работа начиналась еще в 2007 году, когда была написана книга по демским, минским башкирам, и там тоже была дана карта расселения минских башкир. И потом перекочевала уже в другие проекты, в частности, известный всем проект «История башкирских родов» многотомный. Там тоже вот этот картографический материал находил свое отражение, но все-таки всегда у нас в голове стояла мысль о том, что необходимо дать общую карту, чтобы у людей было представление, такое комплексное представление, как расселен башкирский народ. Потому что очень часто мы говорим, слышим, да, территория исторического Башкортостана – это от Курганской области на востоке, на севере Пермский край, Степное Заволжье на западе, Оренбург на юге. А что конкретно, где конкретно, есть ли там населенные пункты, в каких именно населенных пунктах проживают башкиры. Вот эта задача стояла, вот эта мысль была, и мы ее, слава богу, реализовали. И вот сегодня мы презентуем вот эту нашу идею, которая нашла отражение вот на этих историко-этнографических картах. Основная цель, ну, наверное, как бы сказать, немножко философски, вот эта карта, они должны стать какими-то кирпичиками, что ли, в формировании единства башкирской нации. Вот пусть будет даже так. Задача этих карт – наложить, показать границы расселения, приблизительные границы расселения башкирских родов, границы их вотчинных земель, показать населенные их пункты родов, основные конкретными представителями конкретного рода населенные пункты. И еще, более того, мы усложнили задачу показать не просто населенный пункт, основанный тем или иным родом, но и показать, насколько это максимально возможно, другие рода, которые проживают в этих населенных пунктах. Зачастую это практически нет населенных пунктов моноэтничных, скажем так. Ну, кипчаки основали или бурзянцы основали, и они там во все века проживают. Это более-менее характерно для восточной части исторического Башкортостана, но основная часть, центральная часть, северная, западная, юго-западная, там практически таких населенных пунктов не встретишь. Там они в той или иной степени полиэтничные, разнородные. Это в первую очередь в этих населенных пунктах проживают башкиры разных родов, и это мы старались показать соответствующими обозначениями, и представители других народов. И это мы тоже старались показать. Вот. То есть мы показали расселение родов, их населенные пункты, и вот эту всю красоту мы старались наложить на современное административно-территориальное деление Российской Федерации. Показать на территории как Республики Башкортостан, так и на территории соседних субъектов Российской Федерации, где проживают компактно башкиры. То есть человек, видя вот эти карты, в частности, да, он сможет определить, в каком районе какие рода проживают. Он может найти свой населенный пункт, откуда родом его предки, узнать, к какому роду он относится, какие рода еще проживают в его населенном пункте, в соседних населенных пунктах, кто проживает. Вот это очень интересно, на мой взгляд. Были сложности, определенно были сложности. Ну, понятно, что сколько людей, столько и мнений, и столько еще есть много документов, которые противоречат друг другу. Мы вот этот труд основывали не умозрительно, а конечно же, на большом блоке документах, поземельных документах, на материалах ревизских сказок, других учетах населения. Вот это все пытались обобщить. Иногда материалы друг другу противоречат. Вот когда составляли эту карту, обсуждали, в том числе рабочие у нас заседания были в Курултае, там тоже были разные мнения. Вот эти земли принадлежат, допустим, катайцам, эти земли принадлежат табынцам и так далее. И показывали документы. Вот. Поэтому пытались какой-то компромисс найти в этом вопросе, где это было возможно. И еще есть проблема с плотностью. И вот, допустим, северо-запад, особенно такие районы, как Буздякский, Туймазинский, Шаранский районы, они очень-очень плотно населены. И там ни одной деревни нет
моноэтничный. Есть ряд деревень, где по 5, 6, 7 родовых групп башкир проживает. Ну, к примеру, коренные поселенцы, это еланские башкиры. У них есть припущенники сингрянцы, тамьянцы, кипчаки и так далее и тому подобное. Вот это все мы тоже старались отобразить. Но карты просто все это не умещало буквально. И вот исходя из этого, и по просьбе, в том числе Радика Ралифовича, руководителя неформального и формального руководителя северо-западного движения нашего, была сделана еще дополнительная карта, чуть более подробная, северо-западная карта. Вот она справа, северо-западных башкир. Вот. И еще, да, и в своей работе мы максимально старались быть открытыми и для документов, конечно, и для мнений. И общались с краеведами. Это не работа только ученых, да, там 5-6 человек, но и в районах мы ездили, там тоже собирали материал, в том числе сидящие здесь краеведы с районов, которые приезжали, они нам помогали. И в районах помогали, подсказывали, показывали исчезнувшие места, деревни, которые ныне не существуют. Вот это труд, многолетний труд, итог многолетнего труда и большого количества людей, основанный на большом блоке архивных документов. Вот это, если очень так коротко об этой карте. Эти карты, как уже говорил Даша Мухаммадович, мы не для самолюбования их сделали, а для широкого распространения. И всеми возможными средствами мы это распространим. В электронной версии будут эти карты. Всем руководителям Курултаев, Башкир, будут сегодня даны вам. И еще, что бы хотелось бы сказать, она и невозможно так, чтобы она была доработана. Вот она будет еще дорабатываться. Там есть, конечно же, будут и не могут не быть нюансы. Мы не можем знать, допустим, все нюансы по тому же элементарно Туймазинскому району, о котором я говорил. Вот недавно пришла деревня, там мне доказали, что они там башкиры. Причем с какого рода, все документально. У нас этих документов не было. Мы тоже эту деревню вносим. И так далее и тому подобное. То есть эта работа, наверное, до бесконечности будет идти, дорабатываться. Ну, я бы хотел немножко о нашем проекте, еще одном проекте замечательном, «Без Башхуртлар». Это тоже такой замечательный проект, на мой взгляд. Она иллюстрированная, с учетом современных веяний, с учетом современных настроений людей, с учетом просьб людей, и в том числе наших краеведов северо-западного региона Башкортостана, наших региональных курултаев северо-западных. Была такая потребность, помните, перед 2002 году, да, были замечательные брошюры под руководством наших ученых, вот, Анвара Закировича Асфандиярова, в частности, других ученых, которые выпускали перед переписью, в том числе, материалы очень коротко, в табличной форме, небольшой текстовой вариант, по районам. Вот. И это, как бы, можно сказать, каким-то продолжением вот того замечательного проекта, но уже в другом исполнении, иллюстрированное и дополненное, существенно дополненное. Это в помощь нашим краеведам, в помощь администрациям районов, главам поселений, чтобы они могли ориентироваться, кто где проживает, как, в помощь при составлении родословной, помощь при составлении, написании истории родного края, родного района. Почему? Она облегчает, существенно, на мой взгляд, облегчает труд тех, кто будет писать историю района, историю деревни, историю рода. Там даются в систематическом порядке ссылочный материал, ссылки на архивы, на ревизские сказки, чтобы можно было быстро найти вплоть до листа. Не только дело найти, но и листа, на котором интересующий вас лист, допустим, по какой-то деревне, там есть конкретно по ревизии 59-го, по ревизии 34-го, 16-го годов, ссылка на дело и на лист. Вы это все подробно уже увидите. Вот. Есть краткие сведения о материальной культуре. Вот Губина Валитовна у нас тоже соавтор этого проекта. Она, может быть, тоже что-то скажет по этому проекту. Тоже проект родился по просьбе наших краеведов и районных курултаев. Потому что этими делами занимается во многих случаях, ведь это не основная работа наших районных курултаев, каких-то активистов, общественников. Это дополнительная работа, и они не обязаны все знать четко, чтобы они от зубов летало, где, в каком архиве, где быстро найти те или иные материалы, и элементарно даже такие понятия, понятийный аппарат необходимо было усилить. Кто такие башкиры, припущенники, вотчинники, типтяри, кто такие, татары, мещари, служилые татары, кто это такие? И вот это немножко мы старались дать ответ на эти вопросы.
То есть, имея брошюру вот на руках у себя, вы сможете во многом облегчить свой труд и уже обычным людям объяснить, кто такие типтяри, что такое сословные, очень, как составлять шежеры родословную быстро, схематично. Вот это все, это есть.